وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. После этого, я извиняюсь, после этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн режиме. Сейчас у нас урок Муфсидатуль Кулуб, недуги сердца. Мы дошли до темы наказание за пренебрежение. У человека бывает своего рода наказание в этом дунья, и в этом мире, и также после смерти. Когда человек начинает пренебрегать, баракаллаху фикум, своими обязанностями. Когда человек начинает пренебрегать запретными. Бывают такие моменты, как мы сказали на прошлом уроке, есть такие моменты, безвыходные положения. Человеку, быть может быть, определенной общине, быть может быть, самой стране. Это безвыходные положения. Безвыходные положения ищут они выход из этой ситуации и положения. Как пророк, саллаллаху салям, этого делал. Посланник Аллаха, саллаллаху салям, оставил Мекку. И он ее очень любил. Он не хотел ее оставлять. И он сказал, посланник, саллаллаху салям, если бы меня не вывели бы, то есть не вывели бы насильно из-за угнетения, они поэтому ушли из Мекки в Медину, то он говорит, посланник, саллаллаху салям, я не ушел бы из Мекки. Бывает такой ситуации, приходится покидать даже самые святые места. Даже самых хороших людей. Как Абдуллах бин Мас'уд, радийаллаху ан, будучи в Мекке, когда он видел, как наливает кишки верблюда на пророка, саллаллаху салям, будучи он был в молитве, в намазе, и он сказал, радийаллаху ан, когда он был уже бессилен, не было у них силы, слабость была у них сильная первое время. И что он сказал? Если бы у меня была бы сила, если у меня была бы крыша, то я бы не оставил бы так, говорит, не давал бы им этого сделать. То есть тут получается, иногда, если ты сделаешь, как говорится, да, сделаешь определенные, то есть если ты постараешься защитить пророка в этот момент, во время слабости, будет хуже провокация. Хуже провокация. И мусульманам не было разрешено в то время делать самооборону. В то время в Мекке. После этого, конечно, разрешается нам делать самооборону. Теперь дальше мы рассказываем вам, что такое пренебрежение и наказание о нем. Наказания за пренебрежение многочисленны. Ниже названы некоторые из них. Первое. Заслуженное наказание в этом мире. И Всевышний Аллах сказал нам, в переводе в Коране, сура преграды называется, 134-136 аятах. Когда наказание поразило их, они сказали: «О Муса, Моисей, помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Израиля». То есть Израиля. Не израильтян, которые Израиль сейчас, а Израиль, израильтян, которые следовали за пророком Якубом, которые следовали за Моисеем. Когда же мы избавили их, они были те, кто следовали за Мусой, алейхиссалям, были мусульманами. То есть были мусульманами те, кто следовали за пророком. А те, кто не следует за пророком, они не являются верующими. Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно. Не думайте, что я ошибся в словах. Те, кто следовали, будучи пророк их не живой, и книга не искаженная, они следовали за пророком, они являются мусульманами верующими. Как Аллах в Коране нам об этом говорит, те, кто следует за Иисусом. И апостолы тоже сказали они, что они являются мусульманами. Иншаллах, посмотрите в комментарии, постараемся вам закинуть тафсир айта даже насчет этого, иншаллах, что они являются мусульманами. И пророки, и те, кто следовали в то время, будучи мусульманами им были. Помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания,
то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Израиля. Израиля имеется в виду. Не государство, которое сейчас создали, а в то время. Когда же мы избавили их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны были достичь, они нарушили обещание. Мы отомстили им и потопили, говорит Аллах. Мы отомстили им и потопили их в море за то, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Сура, как мы сказали, преграды 134-136 аятах. То есть те, кто сочли знамения Аллаха лживыми, их конец, иншаллах, такой же будет. Те, кто фараон им подобные, фараон тираны, тагуты, тираны, которые сочли знамения Аллаха, аяты Аллаха, лживыми, неправильными, а их, иншаллах, удел закончится, как закончилось в Сирии, иншаллах. И Всевышний Аллах потопил их за пренебрежение, то есть пренебрежительное отношение к его знамениям. Те, кто держится за знамение Аллаха, они спасутся, иншаллах, или будут мучениками на этом пути. Второе теперь, лишение способности к размышлению над аятами Аллаха, понимание их и извлечению пользы из них. Это очень опасное наказание. Всевышний Аллах сказал: «Я отращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле, безо всякого права на то. Какое бы знамение они не увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последует этим путем. А если они узреют путь заблуждения, то последует им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими». Сура Преграды, 7 сура в Коране, аят 146. То есть я не оставляю их размышлять над ними. Я, то есть не оставлю, имеется в виду, аяты, их размышлять над ними, и они не будут извлекать из них назидание. И они, то есть и эти знамения будут проходить мимо них без всякой пользы для них. Почему? Потому что они были кафирами, потому что они были тиранами, имеется в виду. Они были преступниками. Бывает неверующий, как сегодня один принял ислам, альхамдулилля, 57 лет человеку. Хорошо, принял ислам. Почему? Потому что человек размышлял. Человек размышлял. Не все неверующие. Если человек будет справедливым, по-любому придет в конце концов, иншаллах, к истине, к исламу. Как этот пришел. Аль-Байдави сказал теперь: а те тираны, они не могут увидеть истину. Аллах не дает им увидеть истину, потому что они тираны, высокомерные, обольщенные своим богатством, своим тиранией. Аль-Байдави сказал: это отвращение произойдет по причине того, что они считали ложью эти знамения и не размышляли над ними. Байдави сказал. Книга у Байдави называется. Это суровое наказание, однако небрежные и беспечные люди не чувствуют этого. Не чувствуют его. Аллах воздает беспечным еще большей беспечностью. Человек бывает беспечен в своих обязанностях или запретах, и дальше он погружается больше и больше. Аллах воздает беспечным еще большей беспечностью воздаяние, соответствующее проступку. Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Сура Ряды, 5 аят, Соф сура. Они предпочли слепоту, и Аллах сделал их слепыми в отношении истины. Они не могут ее видеть, представляете? Аллаху Акбар. Третье, лишение милости Аллаха. Усайра говорит теперь, ради Аллаху анху, которая принадлежала к числу мухаджиров, передает. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал нам: восхваляйте Аллаха, свидетельствуйте о его единственности. Восхваляйте Аллаха и свидетельствуйте о его единственности и святости, считая произносимые формулы по кончикам пальцев, ибо поистине они будут спрошены. Наши пальцы тоже будут спрошены, когда мы делаем тасбих. Поэтому полагается лучше делать тасбих на пальцах, не на четках, а на пальцах. И тут говорится в хадисе: по кончикам пальцев, ибо поистине они будут спрошены и наделены способностью говорить. И не будьте небрежными, и не забывайте о милости.
то есть милости Аллаха. Теперь Тирмизи этот хадис приводит. Аль-Кари, сказал толкователь хадисов, не оставляйте поминания, потому что, оставив его, вы лишитесь награды за него. И получится, как будто вы отказались от милости. Тухфатуль Ахвазия книги, толкование книги имама Тирмизи, Сунан Тирмизи. Четвертое теперь. Безответные мольбы. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: обращаясь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, сказал посланник Аллаха, саллаллаху салям. Когда мы делаем дуа и убеждение в этом дуае, что Аллах тебе ответит, это надо, чтобы тебе ответили, чтобы Аллах тебе ответил. Обращайтесь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, что ответит, то есть что ответ придет. Заново скажу. Обращайтесь к Аллаху с мольбой, будьте уверены, что ответ придет. И знайте, что Аллах не отвечает на мольбу того, чье сердце небрежно и беспечно. То есть сердце должно быть присутствующим. Убежденный ты должен быть также, что Аллах тебе ответит. Инша Аллах, не сомневайся, брат. Хадис Тирмизи. Пусть убежденность твоя и вера в Аллаха будет твердой, когда ты обращаешься к Нему с мольбами. И не уподобляйся обладателям беспечных сердец, которые на несколько секунд поднимают руки, обращаясь к Нему с мольбой, и сами не знают, что говорят и о чем просят. И не уподобляйся тому, кто во время обращения имама к Аллаху, к Аллаху с мольбами машинально повторяет «Аминь». Не будь из них. И при этом не понимает ни слова из его мольбы. Как в кунуте это делают некоторые. Как примутся мольбы человека, который находится в подобном положении. Поэтому старайтесь понимать, что читает вам имам. Баракаллаху фикум. Пятое теперь. Предоставление шайтану власти над пренебрегающим. Предоставление шайтану, дьяволу, власти над пренебрегающим. Когда человек входит в дом, не помянув Аллаха, к себе он домой входит, не помянул Аллаха, то шайтан, дьявол, получает возможность войти в дом вместе с человеком и находится там вместе с ним. И если человек ест, теперь кушает он без имени Аллаха, бисмиллях, когда он не говорит, когда кушает, тогда шайтан, дьявол начинает с ним кушать то, что он кушает, он дает еду дьяволу. Не помянув Аллаха, шайтан есть вместе с ним. Джабир передает нам хадис, ради Аллаху ан, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда человек входит в свой дом и поминает Всевышнего Аллаха при входе в дом и во время еды, шайтан говорит своим товарищам, шайтанам, дьяволам: не будет для нас или не будет для вас здесь ни приюта, ни ужина. Он помянул имя Аллаха, когда вошел в дом, когда сел кушать. Если же он вошел в дом, если же он вошел в дом, не помянув Всевышнего Аллаха при входе, шайтан говорит: вы получите приют. А если он не поминает Всевышнего Аллаха и во время еды, шайтан говорит: вы получите и приют, и ужин. Хадис имам Муслим передает в своем сборнике. Шестое теперь. Постоянство небрежности. Некоторые такие бывают. Не требуют знаний, не слушают знаний, не любят знаний. Не любят знающих. Одна небрежность тянет за собой другую. Вот это грех называется, грех. Не делать свои обязательства. Человек небрежный. Он тогда будет, получается, и других обязательств проявлять попустительство. Одна небрежность тянет за собой другую. Та тянет третью. Как грехи. Когда человек делает грех, или когда человек убивает человека, ему все равно убить уже второго, третьего, четвертого, десятого. Он погружается в эти грехи. Человеку все равно грешить. Ему стало, как это, пить воду нам, да, халяльную воду. Бисмилля, выпили. Ему стало это легко, греховность. Одна небрежность тянет за собой другую, та тянет третью, и так по цепочке. И в конце концов, когда человек тянется вглубь, скажем, преисподнюю, ад,
третий, так по цепочке, и в конце концов человек оказывается в болоте страстей, из которого уже не может выбраться. Пока, если он не раскается, то он, если умрет на этом, быть может, человек попадет в ад. Быть может. Если только Аллах не поможет ему по милости своей. Для скольких закоренелых грешников и нечестивцев началом послужила небрежность, которой человек не стал сопротивляться, и в которой не стал раскаиваться. Вот видите, сопротивляться нужно, бороться нужно против своих страстей. Как некоторые под именем религии также попадают в страсти, под именем религии. Как мы сказали, шайтан старается сбить человека или через страсти разных видов, или через религию. Как через религию? Если ты ведешь себя неправильно. Ради Аллаха и на пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижника должно быть. 7 теперь. О небрежности. Какое наказание мы рассказывали тем людям? Наказание за пренебрежение. Хорошо, 7. В 7 говорится скверная кончина. Небрежность приводит к тому, что человек умирает, будучи привержен тому, что не угодно Всевышнему Аллаху. И примеров, подтверждающих это великое множество и подобных историй, мы знаем немало. Это истории, то есть это история о людях, которые жили небрежно и беспечно, не поминая Аллаха. И конец их был скверным и недобрый, печатью была запечатана их земная жизнь. За что? За небрежность. Это одна из тех великих трагедий, которым приводит пренебрежение. 8 теперь. Горькое сожаление в мире вечном. Человек, 8 уже, наказание за пренебрежение, он будет сожалеть за то, что он не учил единобожие. Он не узнал Аллаха, Его имена, Его атрибуты не узнал через единобожие. Он не узнал господство Аллаха через ислам, через Коран и Сунну. Он не узнал, кому нужно поклоняться, кому можно отдавать видеопоклонение. А видеопоклонений их много. Видеопоклонений много. Он не узнал ни об Аллахе, он не узнал права Аллаха, что поклонение, все видеопоклонения нужно отдавать Аллаху. Нужно быть ради Аллаха делать и на пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижников. Откуда у меня довод? Довод вкратце, коротко сказать. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ля иляха илляллах, если ты не будешь искренним, Аллах не принимает твое поклонение. Мухаммад Расулуллах, если ты не будешь поклоняться Аллаху на пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижников, тогда у тебя опять не принимается. 2 условия для вида поклонения. Хорошо, аяты Корана, если привести. Конечно, вы знаете, наверное, аяты Корана, сурту Байна, как приводится. И также сурту Ниса и 115 аяте. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. В этом аяте 115. Можете сами посмотреть перевод. Посмотрите перевод. Альхамдулилля, нормальные переводы есть. Нормальные, как Кулиев. Посмотрите у Кулиева перевод. Посмотрите тафсир Саади есть. Ибн Касир перевели тоже. Посмотрите. 115 аят из сурту Ниса. И закиньте под YouTube, Instagram. Вам задание, слушателям. Закиньте эти аяты в комментарии, иншаллах. Итак, баракаллаху фикум, эти 2 условия. Искренность исследования должно быть, иначе не примется поклонение. Поэтому нужно нам дальше, чтобы не быть небрежным, знать права Аллаха, единобожие, Его именами, атрибутами, Его господство Аллаха, субхану ва тааля. Также знать поклонение, кому нужно отдавать. Аллаху же, субхану ва тааля. Теперь нужно знать тебе историю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Изучай также фикх. История пророка Мухаммада с подвижниками. И изучай фикх. Дальше горькое сожаление в мире вечном. Среди названий судного дня есть и такое день сожаления называется. Потом будет поздно. Потому что беспечные люди в этот день горько пожалеют о своей беспечности. И о том, что не совершали благие дела в земной жизни. Как арабы говорят, ад-дунья мазратуль ахира. Что посеешь тут в мире, там пожмешь после смерти. Но, увы, их, к сожалению, уже ничем
не поможет им в это время. Абу Хурайра, ради Аллаху ан, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: кто сел в каком-нибудь месте, не помянул там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлет сожаление. И кто лег в каком-нибудь месте, не помянул там Всевышнего Аллаха, тому Аллах пошлет сожаление. Хадис приводит нам Абу Дауд в своем сборнике. 9 теперь. Самое страшное наказание, ожидающие пренебрегающих людей. Ожидающие кого? Пренебрегающих людей. Самое страшное наказание. Адское пламя в мире вечном за пренебрежение. Всевышний Аллах сказал: поистине тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали. Сура Юнус, аят 7-8. Перевод это я привожу вам. И Всевышний Аллах сказал: приблизится истинное обещание, и тогда закатится взор неверующих. Они скажут, эти неверующие: о горе нам! Опоздали они уже. Уже судный день, уже поздно, после смерти уже поздно. Они тогда скажут: о горе нам, неверующие, которые не следовали за Кораном, не следовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи. И также касается этнических мусульман, которые не следовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи. Этнические мусульмане, которые не молятся, намазы не делают они, пост не держат они, закат не дают они, хадж не делают они, не следуют за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи. Мы небрежно относились к этому. Этот аят непосредственно о неверующих. Есть среди этнических, которые себя ведут так же, как и неверующие. Намаз не делают они. Говорят: мы верующие. Не хватает сказать: я мусульманин, нужно намаз делать. Без намаза ты неверующий остаешься. Без намаза. Между верой и неверой различает, сказал пророк, саллаллаху алейхи, намаз, молитва наша. Между верой и неверием. Мы небрежно относились к этому. Более того, мы были несправедливыми, говорили, то есть говорят и неверующие. Сура Анбия, пророки, 97 аяте. Всевышний также сказал: мы сотворили, а Аллах сказал в Коране: мы сотворили для гиены много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине. Аллах не говорит, что они скотина. Аллах говорит, что они подобны скотине. Но в другом аяте говорится: хуже скотины. Но являются еще более заблудшими, чем скотина. И именно они являются небрежными невеждами. Как может быть? Это не я говорю, это Аллах говорит. Сура преграды, Араф, 179 аят. Сердца этих людей ожесточились, что мешает их обладателям извлекать уроки и назидания, размышлять и осмысливать, и взоры их слепы, и они не видят истины, и уши их глухи, и не слышат истины. Эти люди. Поэтому они подобны животным, и даже более заблудшие, имеется в виду хуже. Хуже животных, имеется в виду более заблудшие. Бальгум адаллу, Аллах сказал в Коране. Таковые пренебрегающие. Вот такие они пренебрегающие. Нужно читать, нужно искать истину. Теперь каждому небрежно относившемуся к поминанию Аллаха и миру вечному будет сказано во время расчета в судный день: ты пренебрегал этим судным днем, но мы сорвали с тебя твое покрывало, и остр сегодня твой взор. Сура Каф, сура Пещера, 22 аят. То есть ты был будто окутан завесой, и не видел то, что будет после смерти, и не готовился к этому. А теперь мы сняли с тебя эту завесу, занавес, забрав душу твою, и ты своими глазами увидел ужасы, которые в этом мире не такие ужасы. В этом мире, как в тюрьме, мучили людей в Сирии. Представляете, как они их мучили?
Сиднай называется тюрьма в Сирии. Это называется режим, асадовский режим. И теперь мы сняли с тебя эту зависть, забрав душу твою, и ты своими глазами увидел ужасы. И от сильнейшего испуга взор их не будет обращаться ни вправо, ни влево, будто пригвожденный от ужаса. Участь небрежных отнюдь нелегка, и пренебрежение вполне может стать причиной того, что человек окажется в убытке обоих мирах. Просим у Всевышнего Аллаха блага и благополучия в этом мире и в ахирете. Иншаллах, на этом мы закончим. Следующий урок мы расскажем лечение пренебрежения. Как нужно вылечить этот вид пренебрежения. Пренебрежение гафля, тафрид, нужно его вылечить, работая над собой. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Баракаллаху фикум.